Нет, это не свадебный кортеж, а экипаж ревизоров. Этот рейд не задался еще в самом начале. Томительное ожидание участкового, затянувшееся на час, а дальше обход. Пилорамы закрыты. Связь в селе чудесным образом пропала, а на месте никого. Меньше всех сегодня повезло мужчине, который на машине выгружал опилку и прочие отходы рядом с водоохранной зоной. На него позже правоохранители составили протокол. Тем временем межведомственная группа, в которую вошли сотрудники Минприроды Ингушетии, налоговой инспекции, правоохранительных органов, энергетики, а также представители местной администрации, направились на вторую точку, которая также оказалась закрыта. Ни с участкового, ни без участкового. Получается, мы сейчас на территории попасть не можем. Здесь, говорят, хозяин больницы где-то. В другом месте он по каким-то своим делам поехал. Возмущений очень много. Я понимаю, если хозяин возмущается, значит, есть там проблема. Правда, рядом с одной из пилорам обнаружили 10 хлыстов ясеня. Гадать долго, откуда они, не пришлось. Понятно, что это добро планировали обработать. Да вот древесина, по всей видимости, залежалась. Попасть не получилось и на вторую, и на третью пилораму. К слову, всего их в сельском поселении около 10, 6 из которых функционируют. Теневым бизнесменам лучше не прятаться, говорят сотрудники Минприроды Ингушетии. У нас нет какого-то принципа закрыть. Нам надо, чтобы люди просто узаконили свою деятельность и работали. Но все в рамках закона должно быть. В первую очередь нужен договор с Россетями. Потом, если они работают и какую-то извлекают прибыль, они в любом случае должны стать на учет, открыть или ИП, или ООО. То есть должна быть работающая фирма, чтобы они оплачивали налоги. И потом уже обращаться в ту же Минприроду по поводу договора купли-продажи. Единственная пилорама, куда все же удалось беспрепятственно попасть, это та, которая, по всей видимости, давно не работает. Рейд на этот раз получил слишком большую огласку. Плохо, что вот информация так у нас распространилась преждевременно. И не смогли мы добраться до действующих пилорам. Масштабные рейды в регионе инициированы по поручению главы Ингушетии. Мужичи — это только одно из сел, куда наведывается специальная рабочая группа. Совсем недавно завершена проверка в Галашке на наличие нелегальных лесопилорам, осуществляющих деятельность без соответствующих документов. В результате проверки обнаружены 10 нарушителей. Из них у 7 пользователей лесопилорам отсутствовал договор на пользование электроэнергией. В отношении нарушителей составлены административные материалы, которые очень скоро могут превратиться в уголовные. Зелимхан Калоев, Марибек Миржоев, Новости 24.